Назранская районная больница, ковид-центр регистратуры. Добрый день. На связи ковидный центр Назрановского района. Именно сюда поступают звонки от местных жителей, которые подозревают, что заразились коронавирусом. Этот ФАП в Барсуки перепрофилирован для ковид-больных. Это, так сказать, командный центр района по приему звонков и выдаче результатов с подозрением на новую инфекцию. Мы звонки принимаем. Сначала узнаем состояние пациента, спрашиваем, задаем вопросы по чек-листу. После всего этого мы даем вызов выездной бригаде, нашим врачам, которые уже потом выезжают к пациентам и уже проводят осмотр пациентам на дому, выясняют, что как. Приемом звонков здесь занята целая бригада медработников. Телефон не смолкает ни на минуту. От пациентов нет отбоя. Наблюдая за этим, создается впечатление, что вся республика разом заболела. А ведь это звонки только от жителей Назрановского района. Вызовов, если честно, бывает очень много, да. Очень много. Даже бывает больше 100 вызовов, намного больше даже. Если у больного нет желания ждать приезда ковид-бригады на дом, тест на коронавирус можно сдать и здесь. В центре возьмут пробы на тест, а позже и сообщат о результатах. Берем мазок мы здесь, у нас есть кабинет. Пациент приходит к нам, кто может прийти. Мы берем мазок здесь, а также берем мазок и на дому. И результат уже анализа бывает готов на 2-3 день. Здесь же на месте жители района могут получить и назначение врача, если ковид все-таки подтвердился. Мария Мивлоева как раз из этой категории. Первое время женщина лечилась самостоятельно дома. Но положительных результатов не было, и визит к врачу стал неизбежен. Жалобы все те же: температура, общая слабость. أغار حلو ياترش إيش حياتش تق. هسبكا حزم حشين ياتس تبقى ياتس حشين. يوخدي. Назначение препаратов против новой коронавирусной инфекции происходит и на дому, то есть при осмотре пациента на дому, после того, как он осуществил вызов на единый номер 122 или на номер колл-центра ковидного центра, бригада выезжает непосредственно на дом. После осмотра, после установления диагноза выдаются препараты. Каждый препарат выдается под роспись, это строго фиксируется. Если пациент пришел непосредственно в ковидный центр, то непосредственно здесь, также после проведенного осмотра и установления диагноза, врач делает назначение, выдает препараты. Как правило, при лечении новой коронавирусной инфекции назначается стандартно это противовирусный препарат. В разный период времени у нас был арипривир, фавипирин. Далее назначаются препараты, разжижающие кровь, например, ксарелта тоже есть в наличии. И интерфероны. Например, сейчас мы получили мазь назальная форма виферон. Это вот основные препараты, которые в настоящее время мы используем. Также имеется в наличии пульмикорд, в том случае, если имеется одышка, если какие-то проблемы уже более серьезные у пациента есть, то можно назначить препараты такого ряда, как пульмикорд, противовоспалительный также назначается. И все эти препараты есть в наличии. Но такие препараты, как, например, витамины, которые тоже в комплексной терапии назначаются, мы не выдаем, мы их и не получаем, и не выдаем. Лекарственное обеспечение для пациентов, которые находятся на амбулаторном этапе лечения с диагнозом новая коронавирусная инфекция, имеется в полном наличии. Вот, собственно, вы часть этих препаратов можете увидеть. На сегодняшний день обеспечение полное, заявка своевременно направляется в Минздрав, там проводится соответствующая работа для того, чтобы все препараты были в наличии и в нашей больнице, и в других медицинских организациях. Помимо ковидного центра в Барсуках, в Назрановском районе выездные бригады есть и в сельском поселении Суркаки, и в Гамурзиеве. Дополнительные бригады созданы там, чтобы сократить время приезда врачей по ковид-звонкам. Небольшая поправка: в этих населенных пунктах, как и в других, не проходит прием ковидных больных. Врачи сами приезжают на дом к пациентам и берут пробы на тест.
Чтобы максимально в короткое время обслужить вызова, которые поступают от жителей Сурхахов, сельского поселения Икажево, Али-Юрта, мы развернули дополнительные пункты. В этих пунктах прием не ведется, просто, можно сказать, пункт для медицинских работников, где происходит обработка вызовов, оформление документации и непосредственно вызов на те вызова, которые поступают с ковидного центра. Как выстроена работа в Гамурзиевском пункте, мы решили посмотреть сами. Врачи о нашем визите заранее предупреждать не стали и нагрянули внезапно. Здесь работают две группы, одна из них на момент нашего прихода была на выезде. С другой же нам удалось пообщаться, и вот что нам рассказали. В день у нас бывает примерно 10-15 вызовов. По лекарствам, так как болезнь вирусной этиологии, у нас есть противовирусные препараты. Это авифавир 200 мг. Мы выдаем на руки пациенту под роспись. Вот. И умифенавир тоже 200 мг. Есть лекарства, которые пациент должен приобрести в аптеке. Тоже бывает. Например, это бронхолитики, это могут быть флуимоцил, ацетилцистеин, да, АЦЦ или флуимоцил, допустим. Витамины группы В, витамины D3 и цинк. Чтобы сдать тест на коронавирус, достаточно одного звонка врачу. Это правило пора запомнить всем. Больному не обязательно идти в больницу. По республике есть один общий номер – 122. Позвонив по нему, пациента уже направят в ковидный центр района и подскажут, как быть дальше. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.